Добрый день, Дядя Халшин. С вами снова Лейла. Хочу вас немножечко обрадовать, тех, кто очень сильно про меня беспокоился, что мне, алхамдулилла, лучше. Не могу сказать, что мне хорошо, конечно, но и не сказать, что плохо. Ничего. Сейчас пошла немножечко на поправку, понемножку вам расскажу, что и как. Просто уже давно не заходила сюда, в свой огород, к своему хозяйству, дорогие мои. Точно так же, как и не выходила к вам на связь. Ну вот, они меня увидели, уже идут ко мне, видите. Как всегда, у меня Ибрашка открыл воду. Видите, сколько тут уже и грязи, и всего. Я уже 6-7 день не захожу в огород. Открыл воду, забыл закрыть и ушел. Вот такое вот наводнение в огороде. Друзья, эти 6 дней не кормила ни птицу, не доила ни корову. 6 дней не буду, конечно, врать. 3 дня не доила корову. Эти 3 дня корову доила и дочка. Остальные 3 дня я ее доила. Вот так вот, друзья. Начала я, конечно, с простуды. Если так, видите, они сейчас идут и мне не дадут поговорить. И начала я с простуды. Просто сегодня, пока вы меня извините, я не буду себя показывать, потому что у меня еще, дорогие мои, не такой уж презентабельный вид, конечно. Сейчас пойду на улицу, но они мне не дадут. Они, видите, они меня увидели и идут ко мне. Так. Ну, вот так вот. На этом фоне вам расскажу немножко, дорогие мои. Может быть, под вечер, если мне чуть-чуть станет лучше, и поснимаю себя тоже. Я надеюсь, конечно. Значит так, что со мной было? Последний ролик, который я снимала, вы видели, что у меня было состояние, конечно, не из лучших, но это была просто простуда, банальная простуда. Я заболела простудой, но мне было настолько плохо, что 3 дня мне было действительно очень плохо. Ломила кости, была небольшая температура, ну даже не знаю, назвать температурой 37,2. И то ведь все равно даже за мной на улице идут. Ну пошли, ну давайте. Это мне привезли позавчера не сено. Короче, тюки после кукурузы. 10 тюков привезли для скотины, поэтому здесь, видите, грязно. Пока не поднести ничего я не могу. Да и у дочки пока руки не доходят. Так, ну дайте поговорить хоть. И вот, друзья, просто 3 дня было мне плохо, совсем я ничего не могла делать. Ломила страшно кости. И девочек боялась позвать к себе, потому что они хоть и стремились ко мне, но боялась, вдруг этот вирус у нас, что мы точно не знаем. И Брашка тоже начал подкашливать. Правда, у него не было ни температуры, ничего, только немножко подкашливал. В итоге мы пошли обследоваться. Нас послушали, посмотрели. Сказали, вроде бы ничего такого нет, легких, все чисто. Но на ковид анализы у нас... Ой, как ты мне надоела, а! На ковид у нас анализы не взяли. Сказали такого вот, именно что вот вам нужно, нету. Хотя я очень хотела сдать анализы на ковид, но не взяли. Взяли просто общий анализ крови. Вчера пришел результат. Ну вот потихонечку лежали они. Вот надо было им выйти. Вчера сказали, что в общем анализе крови нет никакого воспалительного процесса, что у вас нормально. Опять я говорю врачу, может вы у нас возьмете тест на ковид? Она говорит, я не вижу необходимости. Но эти 6 дней мы принимали антибиотики, противовирусные, все как нам выписала врач. Дочка заказала лимонник, мне торт. Пирог или торт, я не знаю, что это. Я сказала, что какую-то выпечку хочу. Стала делать кексы, и они у нее что-то не получились. Езут все, пусть гуляют. Пусть гуляют, Юали езут все. Пошла за гусями, думала, их вернуть надо. Это старшая моя приехала. Ой, если бы она мне 2 дня подряд не приезжала, я бы вообще не знаю, что бы делала, друзья. Все-таки хорошо, когда есть дети, и когда есть кому о тебе позаботиться.
Значит так, насчет простуды. Простуду я, знаете, очень хорошо вылечила именно куриным бульоном. Она приехала, мне сварила курочку, так, знаете, хороший насыщенный бульончик получился. И мы вот чисто этим бульоном с красным перчиком простуду я выгнала. Все-таки мне стало легче. Но вот после этого мне стало не по себе. У меня, конечно, не очень-то интересно говорить о болезни, но я вам скажу, чтобы вы, друзья мои дорогие, знали. Очень много, мне очень приятно. Мне просто даже вы не представляете, как мне приятно. Очень много пишут мне в личку, звонят, пишут, присылают сообщения в комментариях о том, куда я пропала, что со мной. Все беспокоятся, все объясняются в любви, дорогие мои. Я даже не знаю, как я вам отвечу. Я вас всех, в действительности, вы меня хоть и видели, я вас не видела, но я вас заочно всех точно так же, как вы меня любите, люблю и обожаю, и не могу уже без вас. Столько хотела снимать, столько чего, у меня очень много было планов, простите, но ничего. Я надеюсь, все-таки я еще буду в строю, мне станет намного легче. И дело в том, что, наверное, на фоне этой простуды, может быть, ну, сглупила сама, дорогие мои, признаюсь, и признавалась своим детям, тоже меня ругают, особенно сын меня сильно ругает. У меня проблема с сосудами, именно с артериальными сосудами проблема большая. На одной артерии мне вообще сделана операция, а две артерии с изгибами. Одна просто S-образная изгиб, там небольшой изгиб, ничего страшного, но у меня есть одна подключичная артерия, которая петлеобразная. И мне было сказано, мне было плохо 2 года тому назад, мне назначили лечение, я, по-моему, в каком-то ролике говорила, этот невролог мне назначил очень хорошее лечение, мне стало лучше, но я его сделала только 2 раза. Мне его надо делать каждые полгода, ставить капельницы, ставить уколы, а между этими полугодами, короче, пить лекарства. Но я их не пила. Не пила ни эти препараты, не делала лечение полгода. 1 раз я настолько сглупила. Это действительно так. Друзья, если вам врач что-то выписывает, и у вас серьезный диагноз, то, пожалуйста, принимайте все, что он говорит. Это я убедилась. Мне стало плохо. Буквально позавчера я практически не могла поднимать голову, я не могла ходить, мне было плохо. Такое состояние, знаете, как будто бы мне в ухо что-то залили, и голова тяжелая, чугунная, повороты головы мешают. Я сидеть не могу, ходить не могу, лежать не могу, мне муторно и плохо. Не дай Аллах никому, ни врагу, никому это состояние. И я начала плакать, и, если честно, только и делала, что плакала. Мне было обидно, что нет моих детей рядом, что, опять-таки, еще тогда не было известно, вирус или у меня, или не вирус, и девочки даже не могли ко мне приехать, а мне плохо. Вот эти 4-5 дней я прожила вот так вот в этом смятении, в этом всего, короче. Но все-таки старшая дочь настояла, повезла меня к врачу, приехала. Если даже говорит, у тебя ковид, ничего страшного, я не умру, но тебя тоже не оставлю. Приехала, повезла меня к неврологу, мне выписали кучу лекарств, кучу своих этих препаратов, что нужно было сделать. Они вдвоем, младшенькая тоже, правда, не приехала, я ее ни в коем случае сказала, пока я не знаю, что со мной, потому что там у нее маленький ребенок все-таки, да и... Ну, не хотелось, короче, с ребенком ее ко мне возить. Она привезла мне, прислала сумку с всеми препаратами, которыми мне были выписаны. И вот позавчера, хоть и был выходной, старшая дочь повезла меня в платную поликлинику. Меня полностью прокапали, сделали все, что нужно. Вчера тоже 2-й курс сделали, ну, второй день тоже прокапали. Сдали анализы крови, нужно было сдать на биохимию крови, узнать, какой у меня холестерин. У меня, короче, бывает очень повышен холестерин, там холестериновые бляшки. Проходимость у меня в сосудах очень маленькая, а я даже не разжижала свою кровь, не принимала от холестерина ничего. Короче, очень-очень неправильно все сделала. Ну вот, анализы будут сегодня известны. И сегодня вот меня в 2 часа она тоже повезет на УЗИ сосудов, назначено у нас.
Лечение уже врач хоть выписал, хотя очень-очень меня поругала, сказала, я тебе не выпишу никакого лечения, пока ты повторно не обследуешься. Но потом, видимо, меня пожалела и сказала, хорошо, принесешь анализы и УЗИ, если что, мы скорректируем твое лечение, пока начинай. Ну вот 2 раза мне сделали, мне гораздо лучше, конечно, но все равно тяжесть из головы не ушла, шум, и особенно в одном ухе ужасный шум, мешают повороты головы, не могу, ну, вы знаете, вот такое состояние, обычно говорят, как выпившие говорят, что такое состояние бывает, просто я никогда не пила, я не знаю, но у меня вот такое состояние, как будто бы я пьяная, вот не знаю, вот дисбаланс какой-то весь в организме, неприятные ощущения, вот что-то не то. Ну, вот дочка позавчера была у меня, вчера уехала, она утром рано, но к вечеру опять она мне звонит, ты поела? Я говорю, нет, не ела. И так, знаете, так хочется быть маленьким ребенком, чтобы меня пожалели. Я говорю, не хочу я кушать. Если ты вернешься, мне станет лучше. И она, видимо, дала послушать это своему мужу, и он ее вечером прислал все-таки. Вчера вечером опять приехала, понаготовила нам всего, котлеты заморозила, сделала суп с фрикадельками, фрикадельки еще заморозила, мне манты заморозила, прибралась везде. Тоже у самой у нее много проблем дома, в смысле, ну, немного проблем, а много работы. Она работает тоже, ну, на дому. Я же говорила, что она за них заказы принимает. Ну, эти 3 дня, короче, она была практически со мной. И вот сейчас, сегодня мы поедем. Сейчас около 12, в 2 часа поедем. Сделаем УЗИ, и она уже поедет домой. Я немножечко возьму себя, конечно, в руки, чтобы больше их не тревожить. Я надеюсь, я встану, мне будет лучше. По крайней мере, уже же могу и на задний двор заходить. Видите, здесь как грязно. У меня у тележки сломалось колесо. Тогда, помните, я вам говорила, кто со мной давно. Колесо мне сделали, но никак не приедет тракторист, чтобы вот выкинуть. Вот тележка полная стоит, и еще будет одна тележка. Ну вот, не прибирались, меня не было 6 дней в огороде. И брашки все равно. Вот, привезли мне 10 тюков таких рулонов. Это кукуруза. И это самое, ну, трава вместе с кукурузой. Там. Ну, не с кукурузой, а початки-то убраны. Вот, а то у меня уже совсем все закончилось, нечем было кормить скотину. И птицу мы еще не зарезали. Сегодня, правда, дочка зарезала 4 петушков мне тоже, чтобы положить в холодильник. Понаготовила. Когда я лежала вот эти 2-3 дня, мне что-то так захотелось галушек. Я ей сегодня говорю, может, ты мне галушки сделаешь, что-то хочется. Конечно, сделаю, говорит, без проблем. Поставила гуся варить. Я еще до болезни зарезала одного гуся, просто на попробу. Он у меня еще лежал, знаете, почему-то вот у него было, ходить не мог один гусь, и мы его зарезали. Так вроде бы все нормально у него было, и жирненький, хорошенький. Я говорю, ну хорошо, поставь гуся варить и сделай мне галушки, что-то очень захотелось. Вот так вот, друзья, рассказала вам немножко, что со мной было. Еще раз вам скажу огромное всем спасибо вам, большое-большое. Я не знала, что настолько меня могут полюбить незнакомые люди, что настолько я могу быть приятной. И мне это действительно очень-очень меня радует. Мне стало хорошо даже от того, что со мной так много обо мне спрашивают, заботятся. И по WhatsApp и звонят, и пишут. Совершенно мне незнакомые люди всех национальностей. Всем огромное спасибо. Вы даже не представляете, какую вы большую мне сделали поддержку. Большое, огромное вам спасибо. И всем здоровья, всем здоровья, мира, благополучия. И дай вам Аллах за все то, что вы мне делаете. Пусть вам всем воздастся. А делаете вы для меня очень многое, даже не задумываясь об этом, что вы это делаете. Спасибо вам. Вот, друзья, у нас дочка приготовила обед. Я ей сказала, что хочу галушки наши. У меня как раз был в холодильнике гусь. Она вот сварила гуся, сделала галушки. Это бабушка у нас пришла обедать тоже с нами.
Сейчас пообедаем. А это завтрак. Она приготовила утром на завтрак блины. И был какой-то вот, я не знаю, что это такое у нее. Типа пицца без теста, просто на курице что-то такое, я не знаю. Какое-то новое блюдо она утром готовила на завтрак. Так, ну сейчас пообедаем. Просто решила вам, раз уж сегодня подключилась, показать наш обед. Что-то вот когда я лежала больная, мне так захотелось галушки, а самой готовить неохота было. Так, вот, зарезала мама 4 петушков. Видите? Ну ничего. Один, правда, немножко неважный, худенький. Ну, нормально. Так, буду бульоны себе, бабушке делать, маме. Еще так, надо их почистить, конечно, хорошенечко. Просто одинаково едят. Видите, эти желтенькие, эти почему-то беленькие. Не знаю, что такое. Ну вот, все, уже нам некогда. Потом приедем вечером. Наверное, сама уже доделаю. Основное она сделала мне. На несколько дней есть еда, чтобы только готовить. В смысле, ну, даже может и брашку поставить. И вообще-то сестра обещалась тоже приехать. Сегодня отпроситься с работы. У нее сегодня дежурство. Но сказала, после обеда приедет, потому что у нас не будет дома. Сейчас поедем, мне будут делать УЗИ, а потом мне сразу надо ехать и сразу под капельницу ложиться. Это займет где-то часа 3-4. И одну маму оставлять тоже нельзя. Дочка сразу с сыном поедет домой уже из больницы. И Брашка должен будет быть со мной рядом. Я еще оставаться боюсь одна. У меня еще с этим заболеванием, друзья, знаете, что бывает? Я не могу находиться в большом пространстве и не могу находиться среди многих. Ну, когда много людей, тоже мне бывает не по себе. Вот когда идет у меня вот этот вот процесс какой-то. Вот, не знаю, кто знает, наверное, кто разбирается в этих болезнях, знает, наверное, что это такое. Вот так вот. И я не могу, боюсь оставаться одна. Ну, ехать куда-то одна, быть одна. Мне постоянно нужен кто-то быть рядом. Поэтому и Брашка будет со мной все время, пока я буду ходить в больницу, пока буду там капаться, пока что-то буду делать. Он должен быть со мной рядом. Ну, хорошо, старший сын звонил. Обещает, числа 20 ноября они уже будут дома. Уже мне будет поспокойнее. Так, вот, друзья, сказала ей, чтобы она мне сделала кексиков, но они кексы у нее не получились. Она взяла и заказала вот такой вот лимонник. Вкусный. Хоть и говорят, что у меня нет ковида, что у нас нет ничего, но пропало обоняние и у меня, и у Брашки. Вот мне он не пахнет совершенно ни лимоном, ни ничем. Вот так вот, друзья. Так, они мне, пока я болела, сделали варенье из фейхоа. Ну-ка, достань баночку, пожалуйста. Сестра моя тоже здесь была. И дочка тоже. Дай чистую ложечку, пожалуйста. Хотела, друзья, я же покупала ее, чтобы вам показать, как я ее делаю. Но просто вам скажу. Килограмм фейхоа, 1 апельсин и 800 грамм сахара обычно я делаю. С одного апельсина с половины апельсина снимаю кожуру, а половину с кожурой перекручиваю. И вот такое вот получается полезное и вкусное варенье. Конечно, оно было бы полезно, если бы тут был мед, не сахар. Но я не люблю с медом, а люблю вот так. И мой сын тоже, старший сын, обожает это фейхоа кушать. Так, вот так вот, друзья. Теперь будем уже, сколько, уже около часа. Будем собираться ехать. Ей тоже надо домой. Наготовила она мне тут. Где у тебя? Ты туда понесла, да? Да, вот котлеты они раздали. Вот, приготовила мне котлеты, чтобы я несколько дней, пока не приду в себя. Манты здесь нет. Мало. Манты ты туда в морозилку занесла, да? Ну вот чуть-чуть есть. Вот такие манты мне сделала. Ну, остальные я на большую морозилку положила. Видите? Еще не подмерзли. Вот такие вот интересные манты. Ну, еще надо было бы, конечно, пельмешек, но она уже не успела. Наготовила она нам тут суп с фрикадельками. Они еще не замерзли, в пакет ложить. Еще не крепкие. Вот так вот, друзья.
Это у нас уже после обеда остатки гуся нашего. Еще сестра должна сегодня приехать. Она уедет, а сестра приедет, потому что я за мамой все-таки еще не могу смотреть. Но маме тоже давление скачет. Вот так вот, друзья. Надеюсь, я уже больше не буду пропадать. И буду с вами.